Года так 2 назад я бы даже не задумался о том, чтобы скачать Геншин, потому что троллить ее игроков тем, что они играют в него, всегда было веселее. Но времена меняются, люди взрослеют, а я до сих пор так делаю. Поэтому в этом видосе я расскажу о моих первых шагах в казике с элементами игры, подмечу минусы с плюсами и расскажу, почему Геншин не такая и хорошая игра. Напоминаю, в описании есть ссылки на Telegram, Discord и Boosty. А я перехожу к видосу. Зайдя в игру, после начальной действительно мощной катсцены дали выбор перса, за которого я буду играть. И после выбора парня дали понять, что дальнейший сюжет будет строиться вокруг поиска сестры ГГ. Неплохо. После прошел обучение, где Пайман объяснила базовые механики, покопался в настройках и уже в начале заметил первый минус. Белый интерфейс, который иногда еще и становится черным, а выбора в настройках нет. То есть он есть, но выбрать его нельзя. Офигенно. А после, когда плюс-минус привык к управлению, пробежал чуть дальше, где на обрыве Пайман показала Мандштадт. Графика здесь очень стилевая, стоит отдать должное. Далее Пайман, это если что фея, которую мы спасли при рыбалке в начале игры, показала первую статую Архонта. Они нужны, чтобы хилить персов, открывать карту и еще быть телепортами туда-сюда. Помимо них есть еще и обычные телепорты и куча ворот, ведущих в данжи. Но в данжи я пока лазить не мог из-за ранга. Зато я мог их открывать, что я и делал, чтобы к ним тэпаться. А заодно получил второй ранг приключений. Здесь это что-то вроде уровня, который открывает какой-то контент. После чего Пайман немного ввела ГГ в курс дела и рассказала, что город недалеко и вообще туда стоит потом сгонять. А я тем временем убивал первых слаймов. Правда, сражался чисто ешкой, потому что додумаюсь я атаковать на ЛКМ только потом. Заодно еле-еле слил первых мобов, потому что чучмеки эти были слишком живучими. Или я слишком слабым, к чему я склоняюсь. После чего я залутал первый свой сундук. И как только я начал первый нормальный квест, понял, что контента, который можно закрыть, очень много. Из-за чего у меня появилась навязчивая идея полностью закрыть местность, которая у меня сейчас доступна. И это спустя только день игры. И вот какой у меня сейчас отряд благодаря зачистке храмов ветра. Каждого перса тут давали за зачистку определенного храма, где в конце ты ломаешь камень, чтобы обессилить дракона, который недавно напал на Мандштадт. В общем, квест прикольный. Но вот дальше шла охота за птеродактилем. Это было настолько скучно, что я даже хочу об этом сказать. Чисто погоня за птеродактилем и бомбежка мобов на элитрах. Полчаса я потратил, чтобы выполнить квест, за который мне максимум дали понять, что Эмбер очень храбрая. Я бы понял, если бы птеродактиль хотя бы был динозавром. Это бы было хотя бы необычно. Но это просто какой-то лох-преступник, которого мы потом попускаем за 5 секунд. В общем, сюжет тут активно растягивается филлерами, как и в любом хорошем аниме. Минусом это назвать нельзя, поэтому окей. Зато позже, когда мы охотились за похитителями сокровищ, в конце квеста был вот такой босс. У него хоть и были слабые места, о которых я не знал еще в тот момент, зато я додумался не царапать его мечиком, а бить реакциями. Это когда, для примера, огонь встречается с водой или со льдом, и происходит мини-бум, там, пар и так далее. Механика очень интересная. Позволяет бить куда больше дэмэджа, если ты просто используешь правильные элементы. Точнее сказать, стихии. И при правильном их использовании ты получаешь реакцию, при помощи как раз которой и наносится дэмэдж куда больше, чем если ты просто бьешь персом. Я уверен, билдов того, как это все можно раскрутить, отрядов специальных, там, мета всяких способов, очень много. И это реально круто. Плюс, когда я до этого сделал десятерную крутку баннера, я пососал, но выбил на Эль, которая, похоже, гарантированно выпадает всем. Остальные гемы я тратить временно не стал, решил отложить на потом. Подумал, вдруг что-то понадобится, и пока не потратил. Затем, уже не за ручку сюжета, начал исследовать мир. Но меня в моменте начали тягать мысли о том, что вдруг у меня невезучий аккаунт, вообще не будет вести. Все-таки люди с первых круток леги выбивают, а я еще не пробовал. Поэтому чуть позже, когда я получил синие крутки по почте за какую-то там годовщину, я пососал еще раз, хоть и выбил какого-то лоха. А позже я на те самые сэкономленные примагемы куплю 10 моих первых фиолетовых круток. Круток есть два вида: синий и фиолетовый. Синий — это дерьмо, и никогда их не надо покупать, потому что они нужны для каких-то там дефолтных персов, которые никому не нужны. А вот фиолетовые нужны для специальных баннеров, которые являются временными. То есть раз в какое-то время меняется баннер, примерно раз в месяц, условно. Поэтому, так как обычные леги и других персов ты сможешь выбить всегда, синие крутки не сильно ценятся. Зато ценятся фиолетовые, потому что
что они нужны для временных баннеров. Напоминаю, я купил 10 фиолетовых круток. Они здесь добываются с большим трудом, то есть надо подходить ответственно к тому, что ты будешь выбивать. Именно поэтому я пошел к моему другу Молтеру и спросил у него. Он мне сказал, что я тупой и крутить их не нужно. Лучше подожди, вот скоро баннер Нивелета будет, а он имба, с ним весь контент игры можно закрыть, и вообще он крутой, самый крутой в игре. Поэтому я на их сохранение не забил и решил пока не тратить. И вот у меня сгорает видеокарта, я неделю не захожу в Геншин, а тут меня уже ждет баннер Нивелетона. Или как его там? Что? И знаете, я был очень рад. Эмоций было много. Как будто я выбил Спайка в Бравле леток 5 назад. Но кроме Леги, выпал еще и Эпик. И это я еще тогда не знал, что он мета и какой у него дэмэдж. Поэтому, когда я чуть позже узнаю, я буду находиться в полном шоковом состоянии. Так как все, кем я играл до этого, по сравнению с ним, слабаки. Правда, хп тратится, но это не проблема. А про Фишели могу сказать, что она хороший лучник. Как минимум, она точно лучше Эмбер. Но Эмбер часто нужна для всяких пиро-элементов в головоломках. В Геншине часто встречаются головоломки, где нужно активировать условно пиро-элемент. Например, ты активировал 4 пиро-элемента, и теперь ты можешь открыть какой-то сундук. Также и с другими элементами. Гидра, Анема, Электро и так далее. Ну а после я поставил себе цель выбить Нивелета второй раз. Потому что, во-первых, он имба, а во-вторых, он станет сильнее. Но в тот момент уже анонсили выход нового перса Мавуики. Она, к слову, новая имба игры. Летает, плавает, да вообще все, что можно, она делает, и еще и ДД. Но меня она не интересовала, потому что я дурак. Лучше бы потратил крутки на нее. Кстати, у нее физика жопы. У одной в игре. Это я так просто, к слову. Если вы новичок, как и я, лучше не выбивайте второй раз кого-то. Лучше выбивайте разных персов. Хотя, если в комментах будут умные дядьки, то подправьте. Как раз в тот момент, когда я задумался о фарме, поднялся вопрос о примагемах. Фармятся они здесь, на этом нищем Манштате, очень тяжело, потому что за 1,5 часа я смог по гемчику по 2 нацарапать гемов так 50. Тогда я думал, типа, да, я, видимо, что-то делаю не так, но я все делал правильно. Просто у меня не было ежедневки и других регионов. Еще один совет новичкам. Ливайтесь нищего Манштата как можно быстрее. Биом дерьма, где ты получаешь 2 примагема. 2 примагема с богатого сундука. Но это так, тоже. Просто к слову X3. А просто к слову X4, что крутка стоит 160 гемов. Жесткий спойлер. Позже в других регионах я буду находить нормальные сундуки в большом количестве, в которых будет лежать не по 2 примагема, а по 5, по 10, по 40, а не как в нищих богатых сундуках в Манштате. Поэтому ливайте реально как можно быстрее. Ну и раз я уже заскочил, давайте скипнем месяц моей игры и переместимся в момент, когда у меня уже 27 ранг. В тот момент я уже решил ознакомиться грамотнее, изучить тему, и сделал это не зря, потому что я попробовал реально много нового для меня. Посмотрел видосы по Геншину, пофармил крутки через под в Геншине, поиграл с другом в Геншине. Да, теперь единственным, смотрите, что мне в Дискорде писали. А также повыполнял ежедневки в Геншин, потому что Нивелет второй, мне надо Нивелета. Но в итоге я пошел его крутить и... Поехали. Блин, меч. Давай еще раз. Блин, Фишель. Давай. 3-й раз Фишель. Давай. Ну, ГГ, что сказать. Да, я его не выбил. Но даже с отталкиванием он все равно мета, поэтому плевать. Но на этом я не остановился и после недели отдыха зашел в Геншин. А тут уже и Мавуика, и события всякие. И поскольку она мета, и мне рекомендовали ее выбить 5000 миллионов раз, я решился фармить. Но на этот раз не в Манштате, а в Натлане. Да, вы скажете, что это очень далекий регион, в который мне рано. И будете правы. Но кто сказал, что я буду лутать его в соло? Я позвал моего друга с 60-м рангом, который уже выбил Мавуику и Сетлали. Это, если что, персы, которые тогда шли в баннерах. И я пошел с ним каких-то 9 часов фармить Натлан с нуля. Чтобы вы понимали, для меня там каждый моб был очень тяжелым, не говоря уже о данжах или боссах. Но, наконец, с первого дня мы уже сделали 40% Натлана. К слову,
выбрал я его не просто так, а из-за того, что шло событие, которое давало за проценты исследования гемы, что тоже дало мне неплохой бонус. И если раньше регион выглядел как маленькая точка на карте, сейчас это уже был огромный открытый регион. Поэтому давайте вместе выразим гигантскую благодарность Роме, который 9 часов бескорыстно мне помогал. За тот день мы чисто технически нафармили 3000 гемов, или даже больше. Но крутки я тратил сразу, из-за чего понять точное число сейчас не могу. Как вы понимаете, на эти 20 круток, плюс-минус, я Мавуику выбить не смог. Но тут уже по числу круток близко был гарант. Это когда каждые 90 круток 100% падает лего. Но тут есть подвох. 50%, что тебе выпадет дерьмо стандартное лего. Они мне вообще не сдались. И стольких усилий явно не стоят. Поэтому мне оставалось лишь надеяться. До конца баннера 12 дней, а крутки фармятся не быстро. Под конец дня, как вы понимаете, я Мавуику выбить так и не смог. Но на следующее утро произошло чудо. Я каким-то волшебным образом очень быстро получил круток так 5-6 и некоторые сразу слил. Просто не повезло, не выбил. Но после того, как я немного пофармил бездну, я получил гемов на 3 крутки, купив которые, происходит это. Я легенда! Я легенда! Сюда! Бездну пофармил. Это на софте я выбил. Это вроде 78-я крутка. 78-я крутка, софт гарант. И по идее я выиграл 50 на 50. Йоу, вот это я легенда, йоу. Сюда! Просто сюда! Вы представляете, как мне повезло? Я второй раз подряд выигрываю 50 на 50, так еще и на первой софт-гарантной крутке. То есть как только шанс немного повысился. Честно, я не знаю, что сказать, кроме того, что пора подводить итоги и делать выводы про Геншин. Если вы меня спросите, понравился мне Геншин или нет, определенно да. Это было прикольно, интересно. Я расширил свой так называемый игровой кругозор. И хоть я еще очень многого не знаю, мне кажется, что я уже провел в игре достаточно времени, чтобы рассказать о своих впечатлениях с 1 до 27 ранга и сделать выводы о Гашне. Как фри-то-плей игра, ставлю 10, но минусы все же есть. Во-первых, ограничение процесса. Пока ты не апнешь такой-то ранг, ты не сможешь сделать то-то, то-то. А ранг апается вообще не быстро. Если я до 27 ранга дошел за месяц или 2, кстати, лайк за потраченное время, и на один ранг мне сейчас надо около 4000 опыта, то дальше количество опыта для апа ранга становится гигантским. И это я еще не сказал про ущербную механику смолы из мобилок. Помните про энергию в Shadow Fight, где ты мог 5 раз за день или там за какое-то время подраться. Здесь то же самое. Ну и последний мой тейк, что в игре как будто нет баланса. Да, вы сейчас можете начать мне пояснять, что я не прав и так далее, но тогда ответьте мне на один вопрос. Как в игре, в которой есть баланс, бывают персы, которые абсолютно ничего не могут вообще, и персы, которые могут абсолютно все, у которых еще и физика сами знаете чего. Да, некоторые открываются в разных билдах и так далее. Но все же, это же так. А я хочу сделать вывод. Уверен, мои тейки будут дефать словами вроде «нет, ты не понимаешь, это фишка», но многие из механик устаревшие и рассчитаны на выкачивание денег, либо удержание игроков. Заходи каждый день, получай по чуть-чуть и не выгорай. Игру спасают лишь визуал, музыка и сюжет. Тут очень круто все сделано, то есть реально респект. Поэтому каждому свое.